14 видов вреда от взгляда на запретное. Первое. Совершая это, человек выступает непокорным Всевышнему Аллаху. Категорический запрет взгляда на женщин основывается на явном приказе Аллаха. Всевышний Аллах сказал в своей книге, смысловой перевод: «О Мухаммад, скажи верующим, чтобы они опускали свои взоры». Сура Свет, 29 аят. То есть не смотрели на женщин и амаридов. Амарид – множественное число от арабского слова «амрат» – мальчик небольшого возраста, женственной наружности. Следовательно, тот, кто не уберегает свои глаза от запрещенного, тот противоречит этому явному приказу Аллаха и тем самым совершает проступок степени харам. Поэтому для того, чтобы уберечься от взгляда на запретное, достаточно ограничиться знанием того, что в этом проступке есть противоречие явному приказу, то есть непокорность Всевышнему Аллаху. Второе. Он попадает в категорию проклятых. На каждого, кто не уберегает свои глаза, распространяется проклятие пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В сборнике Мишкатуль Масабих приводится хадис: «Да будет проклят Аллахом смотрящий и тот, на кого смотрит». То есть пусть Аллах проклянет того, кто не уберегает свои глаза от запретного, и также того, кто выставляет себя на показ, показывает свою красоту другим. Если бы взгляд на запретное был бы незначительным проступком, то пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, являясь милостью для всех созданий, не стал бы проклинать этих людей. Из вышесказанного можно сделать вывод, что этот поступок является крайне ненавистным Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Имам Рагиб Асфахани написал в своей книге Муфрадатуль Куран, что слово «проклятие» означает удаленность от милости Аллаха. А когда кто-либо отдаляется от милости Аллаха, тогда он уже бывает не в состоянии уберечься от зла и страстей своей души, потому что это посильно только тому, кто находится в тени его милости. Как сказал Всевышний Аллах, смысловой перевод: «Поистине душа человека приказывает зло». Сура Юсуф, аят 53. Тогда кто может уберечься от ее зла? В аяте сказано, смысловой перевод: «Только тот, над кем смилостивился мой Господь». То есть находиться в тени Его милости есть единственный путь уберечься от зла души и ее страстей. И этот единственный путь определил сам Создатель этой души. Поэтому душа человека, находящегося в тени милости Аллаха, перестанет приказывать зло и начнет приказывать добро. По этой же причине в аяте смысловой перевод: «О Мухаммад, скажи верующим, чтобы опускали они свои глаза и уберегали свои половые органы». После слов «опускали они свои глаза» стоит «и уберегали они свои половые органы». Смысл этого заключается в том, что тот, кто уберег свои глаза, кто попал в тень милости Аллаха благодаря тому, что он выполнил его приказ, его половые органы будут убережены от греха. То есть убережение половых органов от греха есть награда за убережение взгляда. А если посмотреть наоборот, то тот, кто не уберегает глаза от запрещенного, его половые органы не будут убережены от греха. И сколько бы на него ни сыпались проклятия, ему все мало. Третье. Он заслуживает гнев и проклятие Аллаха. Если кто-либо скажет, что при взгляде на красавицу сердце человека, конечно же, переполняется тоской и печалью, однако то же самое бывает, когда уберегаешь свой взгляд, и сердце томится в незнании, какой же она внешности. Ответ тому человеку будет в том, что терзания, порожденные взглядом на красоту, бывают намного сильнее, а страдания из-за убережения взгляда намного меньше. Потому что тот, кто увидел красавицу, он узнал, какие у нее черты лица, какие глаза, какой нос, лицо, как с картинки. Его терзания от увиденной красоты будут намного сильнее, и они, конечно же, окончательно лишат его покоя. А если кто-то уберег свой взгляд, то его терзания будут основываться на неувиденной красоте. Его страдания будут легкими, и очень скоро от них не останется и следа. Также взамен этих страданий он получит такую сладость имана и такое ощущение безграничного наслаждения от близости к Аллаху, что все наслаждения этой вселенной
14 от близости к Аллаху, что все наслаждения этой вселенной, вместе взятые, в сравнении с этим будут казаться ему ничтожными. И наоборот, по причине страданий, по увиденной красоте проливается ливень гнева и проклятия Аллаха, из-за чего сердце, переполнившись грустью и печалью, ни на секунду не получает спокойствия, и жизнь человека превращается в сплошную черную полосу. Поэтому разница между двумя страданиями, как между землей и небом. С одной стороны милость Аллаха, а с другой его гнев. Другими словами, разница между двумя страданиями, как разница между раем и адом. Теперь, взглянув на все это, можно сделать вывод, что приказ опускать глаза на самом деле является огромной милостью Всевышнего Аллаха для верующих, так как, дав нам страдания от неувиденной красоты, Он уберег нас от страданий по красоте увиденной. Если представить, что одного человека укусил комар, а другого змея, то тот, кого укусил комар, будет благодарить Аллаха за то, что он уберег его от укуса змеи. Потому страдания от неувиденной красоты подобно укусу комара, а страдания от увиденной красоты — укусу змеи. 4. Его сердце становится слабым. Когда человек не уберегает свои глаза, его впоследствии постоянно посещают воспоминания о той красивой женщине, которую он видел. Из-за этого его сердце переживает разного рода боли и страдания. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению сердца. Проблема взгляда на запретное заключается в том, что это способствует возбуждению чувств человека, а также влияет на то, что он использует все свои части тела. Всевышний Аллах сказал, смысловой перевод: «Воистину Аллаху ведомо о том, что они творят». Сура Свет, 30 аят. Известный ученый, толкователь Корана имам Алюси в своем тафсире Рухуль Маани, объясняя значение этого аята, выделил следующие 3 вещи. Всевышний Аллах знает, как человек использует свои глаза, как использует органы чувств, как использует все части своего тела. Это означает, что Аллаху известно про взгляд человека, когда он смотрит на запретное, в частности, когда он бросает пламенные взгляды на красивых женщин. Использование органов чувств означает то, что когда кто-либо смотрит на красавицу, то все его 5 чувств стремятся получить свое запретное наслаждение. Зрение, его глаза хотят смотреть на нее, слух, уши желают слышать ее голос, органы вкуса охватывает запретное желание попробовать, то есть поцеловать ее, а органы обоняния хотят наслаждаться ее прекрасным запахом. Использование частей тела означает, что части тела человека, не уберегающего свои глаза, также приходят в движение. То есть руки, ноги и остальные органы хотят заполучить недозволенным по шариату, грешным путем понравившуюся ему девушку. Из всего этого можно сделать вывод, что Всевышний Аллах знает все насчет этого грешника, знает, что происходит с его глазами, с его органами чувств и с его конечностями. Однако человек, в свою очередь, даже не подозревает, что великий Аллах видит его. Также в тафсире отмечено: Аллах хорошо знает, что является конечной целью всего этого. То есть Аллах знает, что в итоге человек стремится к прелюбодеянию. А то, что Аллах хорошо знает, подразумевает под собой предостережение в наказании. То есть «Я вижу ваши греховные поступки, и если не остановитесь, то я обязательно накажу». Другими словами, этот аят указывает на то, что если этот грешник не покается, то обязательно будет наказан. Взгляд на запретное является первым шагом на пути к прелюбодеянию, а конечной остановкой является непосредственно совершение этого поступка, где обнажаются срамные места, и человек покрывается позором как в этом мире, так и в будущем. Всевышний Аллах категорически запретил первую ступень, ведущую к этому греху, из-за того, что взгляд на запретное обладает очень сильным воздействием. Когда человек только ставит свою ногу на эту первую ступень, то автоматически достигает последней. И если начало какого-либо поступка неверное, то как же может быть правильным его конец? Именно об этом говорится в одном из стихотворений. «Каждая дорога, начинающаяся с любви к творениям, приводит к греху. И если начало чего-либо неправильное, как же быть правильным его концу?»
Все органы от близости. Именно об этом говорится в одном из стихотворений. «Каждая дорога, начинающаяся с любви к творениям, приводит к греху. Если начало чего-либо неправильное, как же быть правильным его концу?» Все органы чувств человека, смотрящего на запретное, а также все части его тела приходят в движение. Его сердце по причине грязной цели совершить прелюбодеяние охватывают терзания. Именно поэтому и тело, и сердце грешника, подвергшегося такому стрессу, становится слабым. 5. Вред здоровью, распухание яичников. Неубережение взгляда приносит вред здоровью человека. Из-за него происходит распухание яичников, по причине чего у человека учащается мочеиспускание. 6. Человек приобретает болезнь быстрого семяизвержения. От взгляда на запретное огонь страстей воспламеняется, и его жар достигает мужского семени, в результате чего оно становится жидким, а это в свою очередь приводит к болезни быстрого семяизвержения. И, как известно, такой мужчина не может уже выполнять свои супружеские обязанности надлежащим образом. По этой причине между супругами начинаются ссоры и рушится устоявшаяся семейная жизнь. 7. Он становится неблагодарным Аллаху за данное им благо. Взгляд на запретное приводит человека к неблагодарности. Это происходит так, что когда человек начинает смотреть на разные образы женщин, то перестает считать свою жену красивой, и его сердце переполняется неблагодарностью. «Мне не досталась красивая жена». А если его жена в действительности красивая, то он проявляет недовольство, что ему не досталась самая красивая. И это происходит потому, что тот, кто считает другую женщину более красивой, тому уже не нравится даже его красивая жена. Таким образом, он проявляет неблагодарность за данное ему благо. А богобоязненный человек, так как он вообще не смотрит на других женщин, считает свою жену самой красивой женщиной в мире и благодарит Аллаха за данное ему благо. 8. Взгляд на запретное также вредит зрению. Зрение является великим даром Аллаха, а убережение взгляда от запретного есть проявление благодарности за это благо. Также известно, что когда человек благодарит Аллаха за какое-либо благо, данное ему, то Всевышний Аллах увеличивает ему это благо. Так как он сказал в Коране, смысловой перевод: «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим». Сура Ибрахим, 7 аят. И наоборот, взгляд человека на запретное есть прямое проявление неблагодарности Аллаху. Об этом есть предостережение в Коране о суровом наказании. Давайте послушаем смысловой перевод. «А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие». Сура Ибрахим, 7 аят. 9. Его сердце умирает. Близость ко Всевышнему Аллаху является самой большой наградой за убережение глаз. Отводя свой взгляд от запретного, человек подавляет в себе определенные чувства и перебарывает свое сокровенное желание любоваться этой красотой. Сердце человека разбивается, но взамен этого великий Аллах дает ему наивысшую награду — быть из числа приближенных к Нему. А по причине взгляда на запретное человек настолько сильно удаляется от Аллаха, что если бы он по-настоящему осознал бы степень этого, то ни за что не совершил бы этого поступка. Сердце человека, уберегающего свои глаза, постоянно обращено к Аллаху, и по причине этого он находится в близости к Нему. Но если он начинает смотреть на запретное, то как будто бы он отворачивается от Аллаха на 180 градусов и полностью устремляется в сторону той красавицы. Все его мысли теперь заняты этим бренным телом, которое должно сгнить и разложиться, и в его сердце не останется места для великого Аллаха. А как известно, сердце, которое не вспоминает Аллаха, также умирает и разлагается. Как много случаев, когда хорошие мусульмане просто по причине неубережения глаз имели плохой уход из этой жизни. Просим Аллаха, чтобы уберег наш иман до последнего нашего вздоха. 10. Неубережение взгляда становится причиной неубережения половых органов от греховного.
При взгляде на запретное возгорается пламя страстей, и человек именно об этом говорит, возгорается пламя страстей, и человек уже бывает готов потушить его любым путем. Так, если он не сможет получить ту красавицу, которая стала причиной всего этого, то он чернит свое лицо близостью с какой-нибудь некрасивой женщиной. Как возгорелись его чувства и как остыли. Они зародились по причине красавицы, а остыли в объятиях посредственной дамы. Взгляд на запретное был произведен сильным желанием любоваться красотой, а в итоге человек очернил свое лицо с той, на которую ему и смотреть-то не хотелось. То есть взгляд на запретное – настолько гнусный поступок, что он доводит человека до крайней степени греха, после чего он уже не различает между красотой и безобразием. Также после взгляда на запретное, половым органам уже невозможно остаться убереженными. Поэтому в Коране сразу после «опускают свои глаза» стоит «и уберегают свои половые органы». То есть, кто уберег свой взгляд, тот уберег свои половые органы. И наоборот, кто не смог уберечь свои глаза, тот не сможет уберечь свои половые органы. 11. Человек начинает заниматься самоудовлетворением. При взгляде на запретное, мужское семя сдвигается с места, то есть выходит из своего мешочка наружу. Семя обладает такой особенностью, что оно не может вернуться обратно. К примеру, у машины есть задняя скорость, а у семени ее нет, как, например, у молока. Оно не возвращается обратно в вымя, так как в вымени есть только дорога наружу, а обратного пути нет. Точно так же и семя, если выходит из своего хранилища, то уже не может вернуться назад. Поэтому теперь оно обязательно выйдет наружу каким-либо образом, даже если это будет запретный путь. Одним из злодеяний, наносимых человеку при взгляде на запретное, является то, что он перестает различать между халялем и харамом, разрешенным и запретным. Поэтому он либо очернит свое лицо, совершив прелюбодеяние с какой-либо девушкой, либо унизит себя, совершив это с каким-либо парнем. А если ему не удастся это осуществить, то, возможно, выведет семя наружу своей рукой, потому что, как уже было сказано, у семени пути назад нет. Здесь очень важно заметить, что точно так же, как и прелюбодеяние с девушкой или парнем является в исламе категорически запрещенным поступком, харамом, так и самоудовлетворение при помощи руки, очень распространенное в новом поколении, тоже является харамом. В хадисе приводится строгое предупреждение, предостережение, что если кто-либо будет услаждать себя с помощью своей руки, то его рука в судный день будет беременна. Также в другом хадисе упомянуто, что такой человек будет проклят. Книга «14 видов вреда от взгляда на запретное». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. Возгорается пламя страстей,